أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Вопрос такой, что такое иджтихад и как образовались мазхабы? Проявляя милость к мусульманам, Всевышний Аллах в благородном Коране и пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в своих высказываниях, хадисах не разъяснили в открытой форме часть предписаний. Если бы эти предписания были указаны в открытой и единственной форме, то исполнение их было бы обязательным для мусульман. Фард, или же весьма желательным, сунна, а неисполнение влекло бы за собой большой грех. Не придающие значения этим предписаниям и вовсе стали бы кафрами. Верующие таким образом оказались бы в сложном положении. Способы исполнения таких предписаний могут определить лишь ученые ислама, обладающие полным комплексом знаний, необходимых знаний. Ученых-мусульман, занимавшихся определением этих способов раскрытия знаний, разъяснявших скрытые знания, называют муджтахид. Для достижения этой цели муджтахиду необходимо использовать все свои физические и духовные возможности. К этому обязывают его аяты благородного Корана и хадисы пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Эти исследования, целью которых является разъяснение скрытых знаний, называется иджтихад. Комплекс знаний, добытых муджтахидом самого высокого уровня путем упорного труда, это есть путь, а его школа называется мазхаб. В случае, если муджтахид при своем иджтихаде, научном исследовании, совершит ошибку, то Всевышний Аллах даст ему за этот его труд один саваб, то есть запишется за ним одно вознаграждение. И если при верном иджтихаде, при верном объяснении того или иного понимания этого пути, муджтахид по разным оценкам получит от 2 до 10 савабов вознаграждений. Все сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, получившие знания непосредственно от самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были учеными-муджтахидами разного уровня. И среди мусульман следующего поколения, табиин, также было много крупных ученых, достигших уровня иджтихада. Каждый из них имел свою школу, мазхаб, и своих последователей.